Ёсць тыя, хто прыгажосць стварае, але, на жаль, ёсць і тыя, хто яе разбурае. Факт вандалізму быў зафіксаваны на прылеглай да гісторыка-краязнаўчага музею тэрыторыі. Невядомыя парушылі святочную інсталяцыю. Нашы карэспандэнты выехалі на месца падзей, каб даведацца ўсе падрабязнасці гісторыі. Першы выявіла тое, што здарылася работнік музея Людміла Козлова. Паводле яе слоў, раней выдатная інсталяцыя цяпер выглядала жахліва. Фігуры былі перакулены і пераламаны. Накануне праздника в этом году мы сделали такую инсталляцию. Инсталляция коляд. То есть здесь вот основные персонажи, коза, бык, символ этого года. Нам очень хотелось создать настроение в нашем городе. Нам очень хотелось, чтобы люди в такой тяжелый год, этот год, и пандемия, и другие проблемы, чтобы они почувствовали какую-то радость перед праздником. Но, к сожалению, получилась вот такая вот сегодняшняя история, когда наши фигуры разбросали, когда у одной фигуры была даже повреждена нога, все это было разбросано, валялось. Люди были в шоке, потому что мы с такой любовью и трепетом к этому относились. Шок прайшоў, і супрацоўнікі заняліся рэстаўрацыяй інсталяцыі. Так да нашага прыходу фактычна ўсе фігуры былі прыведзены ў парадак. А вось супрацоўнікі музея яшчэ доўга знаходзіліся ў прыгнечаным стане. Работали мы очень долго, где-то в течение 2 недель. Значит, материалы доставали с такими трудностями, потому что и транспорт нужен был, и привезти солому, и, значит, материал дерева надо было, значит, саму осану сделать. Поэтому очень много работали над этим. Делали 2 недели и делали очень усердно, с душой. И, значит, так получилось, что вот вандалы все это разрушили, настолько нам обидно, и, понимаете, настолько для нас это целая трагедия. Вот. Мы приносили людям радость, они приходили, этот проект фотографировали, и дети фотографировались, и делали специально основу такую, чтобы дети могли даже где-то рядом, может, и присесть, и рядом постоять, и чтобы это все не разрушалось. Ну вот за 1 секунду все это произошло, разрушение, и для нас это прям целая трагедия. Вот. И такие проекты делать для людей, а они это все разрушают, это очень обидно. Па відэазапісы на камеры вонкавага назірання зразумела, што мужчына, які здзейсніў акт вандалізму, знаходзіўся ў стане алкагольнага ап'янення. Чым ён кіраваўся пры здзяйсненні злачынства, застаецца толькі здагадвацца. Мы не имеем права это оставить просто так. Поэтому на камере видеонаблюдения есть сюжет, то есть видно, как это происходило, кто это все делал. Человек трижды возвращался сюда, чтобы сотворить то, что он сделал. Поэтому с этим сюжетом и заявлением мы обратимся в Шкловский РОВД. Мы упэўненыя, што вінаватага знойдуць і ён будзе пакараны. Аднак хацелася, каб такіх выпадкаў больш не паўтаралася. Калі вы сталі сведкам злачынства, паведаміце ў музеі па тэлефоне 99 905.